Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Страна сочувствует жителям Керчи. Свои соболезнования родным и близким жертв взрыва в Керченском политехническом колледже Республики Крым выразил глава Якутии Айсен Николаев. Страшный теракт в Керчи, взрыв в политехническом колледже в разгар учебного дня. Погибли преподаватели, студенты, по сути, дети. Силы и мужество родным погибшим Якутия скорбит вместе с вами, выразил соболезнования Айсен Николаев. 20 человек были убиты, все они опознаны, более 40 получили ранения. Нападение совершил учащийся 4-го курса Владислав Росляков. 11 лет строгого режима получил убийца, который сжег чужой дом для сокрытия преступления. В это время он был освобожден по УДО. В апреле этого года он вместе с друзьями пил в местности Сергелях. Возникла ссора, переросшая в драку. Преступник схватил нож и нанес потерпевшему 12 ударов. Тот скончался на месте преступления. После убийства, желая скрыть следы, преступник поджег дом, который принадлежал незнакомой ему женщине. Ущерб составил около 600 тысяч рублей. Из 41 объектов, производящих, хранящих и перерабатывающих молоко и молочные продукты, только 6 соответствуют санитарным нормам. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, такие данные получены в ходе контрольно-надзорных мероприятий в 3-м квартале этого года. Было обследовано 119 проб молочки. За нарушение вынесено 52 постановления об административном наказании на общую сумму около 320 тысяч рублей. Изъято 16 партий молочной продукции объемом 420 килограмм. Информация о фальсификатах направлена в управление Роспотребнадзора по Новосибирской и Омской областям и Кабардино-Балкарскую республику для принятия мер. Также материалы направлены в правоохранительные органы. Полиция опубликовала видео с ограблением магазина в столице республики. Директор магазина заявил, что неизвестный открыто похитил товары с прилавка. Был задержан безработный 24-летний уроженец Вилюйского района. Установлено, что подозреваемый прошел в торговый зал, взял с прилавка 2 бутылки алкогольной продукции. После чего, минуя кассу, направился к выходу. Это заметил сотрудник магазина, которому удалось выхватить одну из бутылок из рук злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит срок до 4 лет. В Якутии зафиксировали первые 30-градусные морозы. На метеостанции Деленкир, которая находится в Аймиконском районе, 17 октября столбик термометра опустился до минус 31 градуса. Это не является рекордом, так как там в отдельные годы температура в это время могла приближаться к минус 40. В самом Аймиконе, который считается полюсом холода, было значительно теплее, всего минус 21. В Москве Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по тройному убийству. На месте происшествия задержан молодой человек 96-го года рождения. Он пояснил, что в ходе ссоры убил родителей и бабушку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело по статье «Кража» возбуждено в Североморске. Мужчине банкомат выдал доллары вместо рублей. По данным прокуратуры, инкассаторы по ошибке в один из банкоматов в отделение для купюр в 500 рублей загрузили 100-долларовые купюры. Когда местный житель попытался снять деньги, машина выдала ему 100 долларов. Обрадовавшись удаче, мужчина еще 20 раз запросил выдачу 500 рублей, получив в итоге сумму, эквивалентную 134 тысячам. Теперь ему грозит 2 года, ведь кража – это тайное хищение чужого имущества. По меньшей мере 1 человек погиб из-за наводнений в Техасе, начавшихся после обильных дождей. Вышедшие из берегов реки снесли мост и затопили дома. В штате объявлена частичная эвакуация, рассказывает Артем Сторонов. Власти Техаса объявили во вторник частичную эвакуацию из-за наводнений на юге штата. За минувшие сутки здесь выпало около 30 сантиметров осадков. Ливни привели к повышению уровня воды в озере Линдона Джонсона возле Остина. Так называется водохранилище на реке Колорадо. Мощные потоки воды перелились через дамбу. В расположенном неподалеку Джорджтауне вышедшая из берегов река Сан-Габриэль затопила парк. А в городе Кингсленд, выше по течению Колорадо, снесло мост. Под водой оказались дома и улицы. В результате наводнений погиб по меньшей мере 1 человек. Власти штата призвали людей, жилищам которых угрожают потоки воды, эвакуироваться из опасных районов.
Интерпол сообщил о проведении крупной совместной антинаркотической операции в 93 странах мира, в ходе которой было изъято свыше 55 тонн наркотиков и арестовано более 1300 человек, рассказывает Артем Сторонов. В результате серии антинаркотических рейдов, проведенных полицейскими в 93 странах мира в период с 17 сентября по 8 октября, конфисковано свыше 55 тонн запрещенных веществ, в том числе кокаин, героин и миллионы таблеток. Об этом в среду сообщили представители Интерпола. По их словам, спецслужбы, в частности, обнаружили груз кокаина в одном из вальцов парового катка. Машина находилась на борту грузового корабля, готовящегося к отправке из Бразилии к берегу Слоновой Кости. Также полицейские накрыли лабораторию по производству экстази в Голландии, на Ближнем Востоке изъяли тысячи таблеток каптагона, популярного в регионе наркотика, известного также под названием «химическая отвага», а в Азии конфисковали 18 миллионов таблеток вещества яба, смеси метамфетамина и кофеина. Кроме того, в ходе спецоперации под названием «Крылатка» были задержаны порядка 1300 человек. На этом пока все. Берегите себя. Там же просто